Добрый вечер. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Олег Сенцов, украинский режиссер, которого судят по обвинению в терроризме, выступил с последним словом в суде. Прокурор запросил для обвиняемого 23 года строгого режима. Об этом сегодня из суда в Ростове-на-Дону передает «Дождь». Для Александра Кольченко, который также фигурирует в деле, прокуроры попросили 12 лет заключения. Я уже пребываю в год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что им говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть придержащие. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Это факты, которые лежат на поверхности. То есть, если ты их не зажмуриваешь, ты их видишь. Единственное, что я могу пожелать, это третьей информированной части населения России, это научиться не бояться. Обвиняемый в участии в массовых беспорядках во время митинга под стенами Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014-го Мустафа Дегерменджи останется за решеткой до 7 ноября. Детали в сюжете. В судебном заседании, назначенном на 11 часов, сразу же объявили перерыв на 3 часа. Адвоката Мустафы Дегерменджи, который вел его дело, сегодня заменял другой правозащитник. Ему дали время ознакомиться с материалами дела. Слушание длилось менее часа. Ходатайство следователя о продлении ареста на 3 месяца до 7 ноября суд удовлетворил. В Следственном комитете сообщили, что следственные действия еще не окончены, а Мустафа сможет сбежать в Украину, так как у него только украинский паспорт. Это заявление заставило родственников Мустафы усомниться в компетентности тех, кто ведет дело. Ну, это полная клоунада. Как говорится, следователи даже не знают, что у него есть паспорт. Как бы есть и украинский, как бы мы вынуждены уже, потому что мы работаем, нам как-то надо питаться, как говорится, семью содержать. Пришлось получить, естественно, паспорт. Вот. Они даже этого не предъявили, что у него есть паспорт. Это что за следователь, если они не предъявили даже, что у него есть паспорт гражданина России? На суде Мустафа Дегерменджи сказал, что виновным себя не считает и собирается доказывать свою невиновность до конца. Следствие мне говорит, представь вину и поедешь домой. Это так получается, что если я даже не виновен, потому что я домой поеду, так получается, как я например, расцениваю это давление. Еще момент. Они говорят, что я могу скрыться, якобы уехать на территорию Украины. Почему-то я до сих пор не признал свою вину, и мне это было бы очень легко сделать. Признать свою вину, выйти и уехать на Украину. Однако я этого не делаю и сижу в тюрьме. Вы понимаете это или нет? Мустафу обвиняют в участии в массовых беспорядках во время митинга возле Верховной Рады Крыма 26 февраля прошлого года. Родные Мустафы называют происходящее абсурдом. Если они судят моего сына за митинг, который происходил в Украине, какое они имеют право это делать? Кто они такие, мировые судьи, что ли? Чтобы судить моего сына. При Украине нам разрешалось митинговать. Я считаю, это полный беспредел в отношении не только моего сына, вообще в отношении всего нашего народа. Они хотят нас запугать всего лишь. Ну, на все воля Аллаха. Суждено будет ему свет, отсидит. Мы готовы ко всему. Но бояться, пригибаться никогда в жизни мы перед ними не будем. Если Мустафу Дегерменджи признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Эльмира Богурчалы, Альберт Жуковский, Заман, АТР. В Армянске состоялось 4-е заседание суда по делу Таира Смедляева. Его снова отложили уже на 7 сентября. На этот раз из 4 свидетелей со стороны обвинения на заседании явилось 3. Таира Смедляева, принимавшего участие во встрече лидера крымских татар Мустафы Джемилева 3 мая в Армянске, арестовали 22 октября. В декабре ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на поручительство. Таира Смедляева обвиняют в применении силы в отношении сотрудника полиции. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы. Сегодня также мы обозрели некоторые вещественные доказательства. Это куртка, в которую был одет сотрудник, и видеоматериал, который был. Конечно, много вопросов возникло по этому поводу. Все это мы будем заявлять
в следующем заседании. Прогнозировать еще пока что-либо рано. Да. Свидетели в своем большинстве показания более или менее подробные дают после того, как им оглашают их показания. А так они, я скажу, немного путаются, ссылаются на то, что уже ничего не помнят и так далее. Зарубежным музыкантам, которые примут участие в джазовом фестивале в Коктебеле, на 3 года запретят въезд в Украину. Об этом телеканалу АТР сообщили в Министерстве культуры. Якщо вони туди прибудуть літаком, морем або в якийсь інший спосіб, щоправда, іншого немає, то це буде порушенням закону, і тоді настає відповідальність. Але з такими людьми нам не по дорозі. І їхня дорога ніколи, принаймні на 3 роки, як це зазначено в законодавстві, не буде пролягати територією України. Золотая колыбель для Владимира Путина. Подарок российскому президенту от вице-спикера российской администрации Крыма Ремзи Ильясова второй день обсуждают в блогосфере. Отличился глава немецкой общины Крыма Гемпель, назвав подарок ключами от полуострова. Что на самом деле подразумевается под смыслом «золотая колыбель», узнавали наши корреспонденты. На видео Ремзи Ильясов вручает Путину золотую колыбель. Крымско-татарскую легенду превращают в символ путинской власти на полуострове. Это надругательство над ценностями крымско-татарского народа, уверен член Меджлиса Эскендер Бариев. Абсолютно с его стороны безграмотный ход. Все равно, что отдать свою честь, что отдать свою свободу, свою независимость человеку, государство которого недавно совершило оккупацию Крыма. Процесс вручения золотой колыбели озвучивает корреспондент одного из российских телеканалов. По легенде, примерно 1000 лет назад крымский князь спрятал ее в пещере, и легенда гласит, кто ее будет искать, тому будет беда, а кто ее найдет, будет обладать Крымом. Эскендер Бариев говорит, легенда имеет совершенно другой смысл и упрекает журналиста в перекручивании российской истории на свой лад. Согласно легенде, те, кто взяли, или те нечистые руки, которые приняли эту золотую колыбель, те люди, которые пытаются захватить насильно Алтын-Бишик, они будут без рассудка, без ума, и на них будет кара Аллаха. Поэтому я думаю, что мы поживем увидим. Журналист Айдер Муждабаев о вручении Алтын-Бишика Путину усмотрел тонкое чувство юмора Ремзи Ильясова. Я думаю, что стоит оценить не тонкое чувство юмора и тщательно скрываемую проукраинскую позицию господина Ильясова. По сути дела, Ремзи Ильясов вручил президенту России некую черную метку. Правда, он не пропел при этом знаменитую пиратскую песню про 300 человек на сундук мертвеца, но, мне кажется, и без этого получилось достаточно юмористично. В эфире российских каналов не прозвучала полная версия крымско-татарской легенды. Согласно ей, генуэзцы, которые хотели насильно забрать золотую колыбель, исчезли. А крымско-татарский народ, как ни пытались уничтожить, голодом, расстрелами, депортациями, существует. Эльвина Седулаева, Олег Казыкин, Заман, АТР. В Крыму с 1 октября увеличатся тарифы на проезд в городском и пригородном транспорте. В Государственном комитете по ценам и тарифам российской администрации Крыма сообщили, стоимость проезда в общественном транспорте в городах возрастет на 2 рубля, то есть до 12 рублей. В сельской местности стоимость проезда составит 9 рублей. Кроме этого, планируется увеличение стоимости проезда в пригородном сообщении. Будет сносить в Крыму незаконные постройки. В ближайшее время они планируют снести 300 объектов, которые не являются капитальным строительством. Об этом сообщают представители российской администрации Крыма. Особое внимание уделят восточной части Крыма, в частности Коктебелю. Работы по демонтажу начнутся с 19 августа. Жители Керчи колотят друг друга в очередях к врачу. В первой городской больнице горожане подрались в очереди в инфекционное отделение. Как пишет издание «Аргументы недели Керчь», такие скандалы – постоянное явление. Люди, которые хотят сдать кровь для получения санитарной книжки, занимают очередь в 5 утра, но все равно успевают не все.
Пососать чупа-чупс. Именно это предложила сделать детям медработников главврач 6-й городской больницы в Симферополе. Сотрудники учреждения требуют отставки главного врача Галины Лапиной. Медики обвиняют руководительницу больницы в необоснованном урезании зарплат и разведении бардака. По их словам, она почувствовала себя царем и посадила всех на голый оклад, сообщают «Крымские новости». Таким образом, зарплата снизилась в 1,5-2 раза. На центральном рынке Симферополя завтра перекроют площадь перед арками. Такое решение в ходе рейда по рынку принял глава российской администрации города Геннадий Бахарев. По его словам, площадь эпидемиологически опасна, а торговцы на рынке не предоставляют никаких разрешительных документов на аренду. Крымско-татарская волонтерская команда «Ачых Юреклер» устроила праздник для детей с диагнозом ДЦП. Приглашенные семьи приехали из разных регионов Крыма. Собралось около 50 человек. Детали в сюжете. Османова Альвира приехала на праздник из Бахчисарая вместе со своим сыном Сейдхалилом. У парня ДЦП. За свои 17 лет, рассказывает мама, он мало видел радости в своей жизни. Женщина очень благодарна неравнодушной крымско-татарской молодежи, которая не жалеет времени для того, чтобы украсить жизнь больных детей. Спасибо большое нашей молодежи крымско-татарской, Ачых Юреклер, которые организовали сегодня этот праздник. Детям очень нравится. Когда находишься дома, нам кажется, что мы одни такие. А когда приехали, сегодня мы собрались здесь, мы увидели, что мы не одни такие, что на самом деле очень много проблемных семей с такими больными детками. Крымско-татарская волонтерская команда подготовила для гостей конкурсы, аниматорские выступления и, конечно же, подарки. А в завершении вечера детей и их родителей ждал сладкий стол. Такой вот праздничек, чтобы показать детям ДЦП с такими ограниченными возможностями, что они в этом мире не одни, что есть люди, которые могут просто так взять их, порадовать чем-то вот вкусным угостить. Мы планируем и дальше проводить такие мероприятия, нести радость и радовать детей. 23 августа волонтеры планируют новую акцию. В селе Васильевка Белогорского района пройдет благотворительный концерт для детей УСИИновых с диагнозом ДЦП. Эльмас Ибрамова, Ахмед Ахай, Заман, АТР. Лидеры Украины, Германии и Франции Порошенко, Меркель и Олланд встретятся в Берлине 24 августа для обсуждения ситуации на Донбассе. Решение встречи было принято в связи с ухудшением ситуации на юго-востоке Украины. В частности, с начала недели обострилась обстановка в Горловке, сообщает Reuters. НАТО начало учение воздушно-десантных войск, об этом сообщает The Telegraph. Эти маневры под названием «Быстрый ответ-15» самые большие со времен окончания Холодной войны. Учения пройдут в Германии, Италии, Болгарии и Румынии. В них примут участие военнослужащие из 11 стран Североатлантического альянса. В Минобороны США сообщили, проверка боеготовности войск и тренировка совместных действий проводится для того, чтобы продемонстрировать способность альянса мгновенно разворачивать войска и обеспечивать безопасность в Европе. В Стамбуле прогремел мощный взрыв. Очевидцы сообщают, что сразу после взрыва на площади Долма-Бахче раздавались выстрелы. Данных о пострадавших пока нет. Очевидцы сообщают, что взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Кроме того, в провинции Сиит на юго-востоке страны террористы совершили нападение на военнослужащих. По сообщению местного телевидения, в результате мощного взрыва 8 солдат погибли. Еще несколько получили ранения. В селе Озенбаш, ныне Счастливая, прошла встреча односельчан. На нее съехались потомки выходцев из этих мест по всему миру. Побывала на ней и наша съемочная группа. Вот уже более 20 лет каждое второе воскресенье августа над Озенбашем раздаются звуки хайтармы. Сегодня в Озенбаше встреча односельчан. Сабрия Хадырова приезжает сюда каждый год. Она была депортирована из этих мест, когда ей было 6 лет. Признается, до депортационный Озенбаш не помнит, но каждый раз, приезжая сюда, ее сердце болит. Ну что тебе, девочка моя, сказать? Сидели, плакали, все время плакали. Но когда оказывались на родной земле, радовались, конечно, очень.
Родители имени Кубединовой азинбашские. Признается, для нее эти живописные места, утопающие в зелени, особые. Зная это, родные имени Ханум подарили ей картину «Окно в Азинбаш». Я здесь не жила. Я сюда приезжаю не каждый год. Но я всегда помню и знаю, что это родина моих родителей, родина моих предков. Хочется, чтобы каждый знал, откуда он родом. Каждый помнил корни свои, знал эти корни. Это всегда обогащает человека. Председатель Озинбашской общины Айдар Мустафаев отмечает, озинбашские делятся на тех, кто родился в Буюк-Озинбаше и Кучук-Озинбаше. Эти два поселения разделяла мелководная речка. Буюк Озинбаштар койны четине чыгып, алем бурунларын юкары көтөрүп, булар дадойлардыр деп. Озинбашцы делились на буюк-озинбашцев и кучук-озинбашцев. Буюк-озинбашцы говорили «эти дайфалар», а кучук-озинбашцы говорили «эти готфлер» от слова «готы». И такое у них было разделение, что они даже противились созданию брачных союзов между уроженцами этих двух поселений. Сейчас Буюк-Озинбаш зовется счастливым, а Кучук-Озинбаша уже нет. В советское время его затопили. Сейчас здесь водохранилище. Айдар Мустафаев отмечает, до войны в Озинбаше проживало более 1500 человек, а сейчас всего 4 улицы. Также до войны в Озинбаше было 6 мечетей. Сейчас осталась одна. Она действующая, здесь проводит пятничные намазы, но требует реставрации. Лейля Каведжи, Асан Насанов, Заман АТР. Вслед за санкционными продуктами в России на уничтожение может пойти и брендовая одежда. Российские текстильщики обратились к Владимиру Путину с инициативой сжигать контрабандную одежду из Европы. По их мнению, уничтожение незаконно ввезенных в страну европейских туалетов мотивирует к работе отечественное швейное производство, сообщает «Московский комсомолец». Это все новости на этот час. Хорошего вечера. Будьте с нами.